Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Нягледзячы на тое, што вось у нас такі дзень, можна сказаць, на расслаблены, але тым не менш ёсць тэмы, якія вельмі важна абмеркаваць, хоць яны не расслабленыя і не культурніцкія якія-нибудь, а звязаныя з эканомікай. І менавіта эксперт у гэтай сферы, у сферы дзяржаўнага кіравання, міжнароднага развіцця, магістр эканомікі Аліса Рыжыченко і дапаможа нам з гэтым усім разабрацца. Прывітанне, спадарня Аліса. Добрый день. Я пачну с навіны хай не сённяшняя, яна 2 дні таму і звязаная яна с тым, што на маскоўскай біржы былі спыненыя таргі доларам і еўра у выніку санкцый, пад якія вось маскоўская біржа і шэраг яшчэ іншых розных кампаній і устаноў патрапілі у выніку уведзеных ЗША санкцый. І адразу такое вось першае пытанне, якое нам могуць задаць. Ну вы ж тут беларускую тэму найперш абмяркоўваеце, што нам беларусам нейкія таргі валютай на маскоўскай біржы. Так вось, якая сувязь? Ці трэба нам звяртаць увагу на тое, што адбываецца, якія валютныя таргі ёсць ці няма на маскоўскай біржы? Ну, конечно, на первый взгляд, казалось бы, да, речь идет действительно о механизмах формирования курса в России непосредственно, и это никак не касается Беларуси. То есть фактически изменился инструмент формирования курса. Но в то же время это серьезный удар по валютному рынку России, и тут есть много вытекающих последствий, которые в последующем могут повлиять и на экономику Беларуси. В принципе, эти санкции запрещают любую торговлю евро и долларом и любые операции с участием этой валюты на московской бирже. Это, конечно же, наносит удар по самой бирже, по ее доходной части. Это оказывает давление на акции предприятий, которые продаются на самой бирже. И фактически курс сейчас будет формироваться как в 90-х годах, то есть торговля валютой будет происходить на межбанковском уровне, трейдеры будут устно сообщать друг другу, да, с помощью мессенджеров или телефонных звонков о сделках, и на основании этих отчетности банков ЦБ будет формировать уже курс. И это влечет за собой достаточно большие издержки и задержки, да, в формировании курса. И это как раз-таки может привести к тому, что Центральному банку придется проводить валютные интервенции, потому что у нас увеличивается в таком случае разница курсов между продажей и покупкой валюты. И вот такая сильная волатильность, да, она оказывает давление на Центральный банк России. В том числе это может привести к заморозке части валютных активов. Да? Но при этом в России уже на протяжении 1,5 лет в принципе, сам курс формируется условно рыночным путем, но при этом предложение валюты на рынке формируется, можно сказать, ручным способом, потому что у них действует законодательство, которое обязывает экспортеров продавать 80% валютной выручки, что поддерживает предложение валюты на рынке. И таким образом, получается, у нас будут проходить такие сделки с сильной волатильностью, но волатильность это будет краткосрочная, которую, скорее всего, Центробанк России будет погашать с помощью интервенции. Поэтому прямого влияния на белорусский курс это не окажет. Да? А если и окажет, то в каком-то совсем маленьком процентном соотношении. Другой вопрос, что такие санкции на финансовые инструменты, главные финансовые инструменты в России, они могут привести к тому, что в принципе, да, будет экономика российская сокращаться, акции предприятий падают, будут сокращаться инвестиции в эти предприятия. И все это в совокупности с неопределенностью, потому что такие санкции тоже, их ожидали в 2022 году, потом вроде бы забыли, но сейчас вернулись к ним, да, их неожиданно ввели. Россия пусть и была готова, да, был разработан инструмент для формирования курса, но при этом это
очень сильный показатель неопределенности, что сокращает количество инвестиций и приток валюты в страну, приток любой иностранной валюты, не только доллара и евро. И это, в свою очередь, может повлиять на белорусский экспорт, потому что сейчас белорусская экономика, в том числе белорусский экспорт, порядка 70% завязан на Россию. И на сегодняшний день у нас по итогу первых 4 месяцев у нас внешняя торговля работает в минус, то есть у нас торговый баланс минусовой, более миллиарда, там 1,2 с чем-то долларов по товарам и услугам. И вот как раз это может привести к изменению в худшую сторону, к обесцениванию белорусского рубля. Потому что когда у нас формируется отрицательное сальдо внешней торговли, это значит, что мы продаем меньше, чем закупаем, и, соответственно, притока валюты у нас меньше, чем в ней потребность на рынке. И это, конечно же, уже оказывает негативное влияние на курс национальной валюты. Вот этот фактор, он намного более важен и значителен для белорусского валютного рынка, чем сами эти санкции. Я працытую допіс аднаго з вядомых эканамістаў. Мы з вами яго добра ведаем, але не будзем, можа быть, называть, тому что ён застаўся ў Беларусі, і хоць і у адкрытым доступе гэты яго допіс у Фейсбуку быў, але невядома, як там могуць срэагаваць наши бдзительныя органы. І ён піша: пасля учора я процитую лепш на мове оригинала, каб все было досконало. После вчерашних новостей по поводу Мосбиржи на БВФБ, ну, Белорусская валютно-фондовая биржа, я так разумею, все спокойненько. Волатильность сильно меньше, чем можно было бы ожидать на фоне такого форс-мажора. Обращают на себя внимание объемы. За 40 минут с открытия купили только 40 тысяч долларов. Кирдык скоро вашему доллару, никому он не нужен. Мы же не допускаем, что заявки на покупку искусственно режут. Так вот, тут два момента. По-першае, так что, сапраўды, можа быть, перабольшиваем и на дзейнасць беларускай валютна-фондавай биржы гэта ніяк не адбілася, на патрэбы валюты беларускімі спажыўцамі таксама ніякім чынам не адбілася. Ну и я тут процитую: мы же не допускаем, что заявки искусственно режутся. Ну, доля правды есть во всем, да, то есть, конечно, с одной стороны, да, это никак напрямую не повлияло на валютную биржу Беларуси, действительно, никак не повлияло на спрос валюты со стороны белорусского потребителя, как физических лиц, так и юридических лиц. А с другой стороны, действительно, на биржевой торговле белорусской Белорусский национальный банк тоже сдерживает эти колебания, да? В любом случае он пытается их погасить. Поэтому на сегодняшний день, как я уже сказала, фактор больше будет влиять вот результаты внешней торговли на валюту, чем санкции. Но санкции в том числе тоже могут привести к тому, что у нас снизится внешняя торговля, а именно снизится экспорт в Россию. Поэтому тут все взаимосвязано, но прямого влияния оно не настолько сильное, как ожидалось. Ну вось, але ўсё ж таки беларусы ж прывыклі ўсё ў доларах лічыць, пералічваць. Чаго ім чакаць? Ці варта ўсё ж таки, ну, непокоиться, может быть, пакуль не поздно, ці ўжо поздно збегаць у абменнікі, там що памяняць, ці ў той бок, ці ў іншы, дарэчы, у які бок у такім выпадку мяняць. Ну і яшчэ тут один каментар быў, маўляў того, чаму павінен быць набег на беларускую валютна-фондавую биржу, калі яна ў санкцыйныя рэжымы не заляцела, расіянам жа патрэбна некалькі дзён, каб подцягнуцца. Ну, тут, ну вот, карацей кажучы, чаго чакаць все ж таки конкретно беларусам ад усёй гэтай ситуации? Естественно, курс доллара будет меняться в сторону повышения, то есть белорусский рубль будет обесцениваться. Были бы введены эти санкции или не были бы, все равно тенденция идет к тому, что девальвация происходит, пусть она даже и происходит медленно, но в рамках 1 года происходит девальвация порядка 15% по отношению к доллару. Естественно, в таком случае хранить свои сбережения
лучше в иностранной валюте, пусть это будет доллар или евро. Юань тоже очень сейчас привлекателен для вложений, потому что как раз-таки с уходом доллара и евро с московской биржи, возможно, китайская валюта возьмет первенство, и в ней будут производиться расчеты. Правда, скорее всего, это будет делаться через какие-то маленькие банки, чтобы не попасть под вторичные санкции. Но в любом случае Китай может не упустить эту возможность и занять достаточно серьезную нишу на валютном рынке России. И, соответственно, у нас тоже изменение курса юаня будет происходить в сторону увеличения. Поэтому, конечно, сбережение лучше хранить в валюте. Никогда не поздно пойти в обменник и поменять белорусские рубли на доллар, евро или юань, а лучше во все три валюты сразу, да, понемножку. То, что касается московской биржи и тех инструментов, которые будут сейчас применяться, естественно, волатильность будет не пару дней, она будет однозначно там на протяжении нескольких недель, пока рынок адаптируется к тому, что будет происходить, пока государство поймет, как принимать выплаты и платежи в те же государственные облигации, потому что это все происходило и было привязано к валюте, и сейчас это невозможно сделать. Надо будет понять, как возвращать деньги и активы частных вкладчиков, которые зависли на расчетном депозитарии, потому что для этого сейчас нужно получать лицензии не только от европейских расчетных центров, но и от американских управляющих контрольных центров. Поэтому в любом случае несколько недель будет происходить волатильность, и это будет оказывать давление на Центральный банк России. Як толькі з'явілася гэтая навіна про маскоўскую биржу і вось спыненне торгоў, адразу з'явіліся каментары, адныя жартоўныя, другія не вельмі жартоўныя. Адны казалі, што ну вось у чарговы раз Лукашенку пашанцавала, і он і на гэтай сітуацыі зможа зарабіць нейкім там чынам. Другія казалі зараз ператворыць так полужартам, типа ну вам же все одно зараз Лукашенко скажа Путину, вам там все одно доллары и евро не патрэбныя, давайте мне. Ну и жарт быў у тым, что зараз зробіць нейкі такі хап, не хап, ну але такую нейкую магчымасць перакачивать гэтыя с России валюту на захад, а с захада у Россию, и таким чынам таксама узбагатиться. Ці магчыма такое? Ну, что касается евро, это точно невозможно, потому что евро тоже под санкциями в Беларуси, и задолго до того, как эти санкции были введены против России. То, что касается доллара, насколько я помню, тоже нет, потому что такие же инструменты белорусские были под санкциями США уже тоже до этого, не под европейскими, а под санкциями США, и они, по-моему, были введены, если не ошибает память, в 2023 году весной, то есть в прошлом году. Но не буду точно говорить. Навряд ли это произойдет сейчас таким способом, что он сейчас перекачает валюту и будет ее как-то перегонять через Беларусь назад. Скорее всего, нет, чем да. Зарабіць не атрымаецца у рэжыма на этой сітуацыі? Нет. Добра, перш чым мы перайдзем да іншай тэмы, я просто не магу не звяртаць увагі на наших гледачоў, якія пішуць свае пытанні і каментары. Вось прыйшлі да нас у каментары два вожыка: вожык патрыёт і вожык эканаміст. Пытанне ад вожыка патрыёта. Апошнім часам эксперты адзначаюць разгон інфляцыі ў Беларусі і кажуць, што гэта не сезонныя змены, а устойлівая дынаміка. Гэта прадвеснік магчымай дэвальвацыі? Инфляция на сегодняшний день у нас, как это сказать, девальвация наоборот будет происходить. То, что у нас будет меняться курс доллара, то есть обесцениваться белорусский рубль, и это будет подталкивать инфляцию, потому что мы много закупаем импорта за валюту, и, соответственно, цены будут меняться на те группы товаров и на промежуточные товары, из которых мы что-то производим, на ресурсы, и это уже подтолкнет инфляцию. Другой вопрос, что у нас в стране на сегодняшний день есть огромный инфляционный навес. И сдерживание инфляции происходит только за счет государственного регулирования.
И как раз многие позиции, где предприятия, которые осуществляли розничную торговлю, они не назначали максимальную торговую надбавку, они сейчас пытаются ее увеличить для того, чтобы улучшить свои финансовые состояния, потому что на сегодняшний день что сфера торговли, что в промышленности мы видим снижение рентабельности производства и рентабельности продаж практически в 2 раза. И несмотря на то, что уменьшается количество убыточных предприятий, при этом увеличивается просроченная задолженность от предприятий. И у предприятий торговли, и у предприятий промышленности. За первых 4 месяца там более чем на 5% увеличилась просроченная задолженность. Это значит, что предприятия не могут самостоятельно обеспечивать себя оборотными средствами, они их буквально растрачивают на повышение зарплаты, чтобы привлечь людей на работу, и при этом не имеют средств для реинвестирования и наращивания объемов производства. Поэтому то, что сейчас повышаются цены и происходит, официально инфляция остается на прежнем уровне по официальной статистике. Но однозначно люди ощущают совершенно другое, когда они ходят в магазины. И этот инфляционный навес, он будет в любом случае проявляться постепенно. Потому что он есть, он никуда не делся. Он в размере там порядка 10%, и он никуда не исчез. Чакайце, спадарня Аліса, мы гэтую тэму абмяркоўвалі, але я просто вы мне падалі зараз ізноўку ідэю. То есть атрымліваецца, што усе гэтыя вялізныя ваенныя заказы расійскія, якімі зараз заваленыя беларускія прадпрыемствы, якія раней, здавалася, наладан дыхалі, а зараз працуюць у 2, а то і ў 3 смены, не хапае супрацоўнікаў, не хапае магутнасцяў, таму што стока заказаў не паспяваюць все рабіць, грошы вялізныя прыходзяць, і атрымліваецца, што ўсе гэтыя грошы, умоўна кажучы, праедаюцца, і ніякай такой карысці і прадпрыемству, і бюджэту, і ўсёй эканомікі ў цэлым ад гэтага вялікай нема ці як? Да, именно так и получается. К сожалению, из-за дефицита кадров предприятия вынуждены увеличивать зарплату. У нас на сегодняшний день только за прошедший год увеличение номинальной зарплаты в 20%, да, реально в 13% за год. Это самый высокий показатель по странам СНГ. При этом в долларах все равно мы получаем практически ниже, чем все остальные в странах СНГ. Но не в этом суть. Суть в том, что мы же выполняем госзаказы для России, и сама же Россия выделяет инвестиционные деньги для того, чтобы где-то модернизировать предприятие, для того, чтобы оно могло производить то, что ей необходимо. И цены на эти товары устанавливает фактически Россия. Мы не можем повысить цены на производимые товары, так как они, кроме России, больше никому не нужны. И Россия может спокойно сказать: за эту цену мы покупать не будем. И Беларусь больше никому не может продать, потому что эти товары никому, кроме России, в условиях войны не интересны. И поэтому мы зарабатываем очень маленькую маржу на российском рынке, при этом у нас постоянно увеличиваются издержки, потому что мы не можем все производить самостоятельно, нам нужны промежуточные товары, которые мы закупаем в валюте за границей, и из этого уже производим то, что мы можем продать в Россию. И вот этот такой замкнутый круг, который приводит, к сожалению, к снижению эффективности в целом и предприятий, и экономики. Так, пакуль не забыліся, ад вожыка эканаміста пытанне. З пачаткам вайны брокеры ў Еўропе заблакавалі інвестарам з РБ іх сродкі. Ці чулі вы што-небудзь пра гэта, ці могуць актывы фізасоб аддаць Украіне, і ці змогуць беларусы вярнуць назад свае сродкі? Насколько мне известно, на сегодняшний день процесс этот работает следующим образом. Белорусы должны подать на получение разрешения и лицензии от управляющих контрольных органов европейских, и если им дадут это разрешение на выведение своих активов, то это можно сделать только через европейские банки. То есть нам необходимо иметь счет в Европейском банке и это сделать через брокера. Насколько мне известно, да, вот такие возможности есть. Так, давайте перейдем до іншай тэмы,
якая звязаная з прагнозамі для эканомікі Беларусі ад Сусветнага банка. Я буду падглядаваць у свой нататнічак, каб лічбы не пераблытаць. Я ўсё ж таки не эканаміст, таму мне это так просто, ведаеце, так швырацца лічбамі, вот як наша гостця спадарыня Аліса Рыжыченко, я не магу. Таму чакалася, што у 24 годзе рост эканомікі будзе на ўзроўні 1,2%, і гэта на 0,4% больш, пункта больш, чым было у студзені бягучага года. Пры гэтым на 25 Сусветны банк пагоршыў прагноз для беларускай эканомікі, і па ацэнках аналітыкаў Сусветнага банка эканамічны рост Беларусі у 25 годзе будзе на ўзроўні 0,7%, а у гэтым новым аглядзе ёсць і ацэнка на 26 год, і там рост эканомікі будзе ўвогуле 0,5%. Пра што кажуць гэтыя, пра што сведчуць гэтыя лічбы? Ну, это говорит о том, что уже, скажем так, даже оценки аналитиков Всемирного банка показывают, что белорусская экономика входит в период стагнации. Это значит, что у белорусской экономики и белорусских производств нет возможности расширять свои производственные мощности. У нас нет доступа к технологиям. Плюс вот сейчас последние санкции США, которые ввели, они были введены в отношении некоторых китайских компаний, которые продавали и России, и Беларуси комплектующие двойного назначения, которые можно было использовать в производстве ВПК. Плюс у нас огромные проблемы с логистикой, потому что на сегодняшний день то, что мы производим, основные экспортные позиции, например, те же калийные удобрения или нефтепродукты, мы очень сильно ограничены Россией, потому что все эти товары идут, все объемы идут через Россию, через железную дорогу. И вот, например, на 2023 год у нас было разрешено провоз 12,5 миллионов тонн грузов всех в совокупности через российскую железную дорогу. При этом калийные удобрения мы экспортируем порядка 10 миллионов тонн в год на сегодняшний день. И, конечно, вот эти логистические проблемы, они очень ограничивают, даже если у нас была возможность нарастить производство. Плюс сюда прибавляется дефицит кадров, потому что если вы инвестор и вы желаете инвестировать в любую страну, неважно, Беларусь это или какая-то другая страна, и вы в первую очередь задумываетесь о том, кто будет работать на этих предприятиях. И когда ты понимаешь, что на рынке труда Беларуси огромный дефицит кадров, там порядка 160 тысяч только в Республиканском банке вакансий, то есть официально, да, не хватает человека, а сколько их в реальности не хватает, это можно цифру увеличить в 2-2,5 раза, то, конечно, ни один инвестор не будет соглашаться приходить на такой рынок, понимая, что некому фактически работать. И исходя из этого, естественно, Всемирный банк делает прогноз о том, что рост экономики, который был, допустим, в прошлом году, он уже будет сокращаться, потому что белорусская экономика достигла, скажем так, своего на сегодняшний день максимума. Еще нужно учитывать, что мировые цены на экспортируемые нами товары значительно снизились по сравнению, например, с 2019 годом. Да, там 2021 годом. Допустим, те же калийные удобрения, тот объем, который мы сейчас экспортируем, еще в 2019 году мы получали в 2 раза больше доход, чем сегодня. И, конечно, это все будет в конечном итоге влиять на рост нашей экономики, на рост ВВП. Атрымліваецца, я так лагічна працягваю, што эканоміка Беларусі уваходзіць, як это любіце вы эканамісты гаварыць, такі у перыяд стагнацыі і застою, і калі так, то чым гэта пагражае, да чаго гэта можа прывесці? У нас еще есть очень важный фактор – это действующая война в соседнем государстве. И, естественно, то, что наши предприятия, особенно обрабатывающая промышленность, машиностроительная отрасль, все эти предприятия работают сейчас на госзаказы России для ВПК. Вот если закончится война, как бы это страшно ни звучало, то белорусской экономике настанет ну, не то чтобы прям совсем конец, но будет очень большой кризис создаться, потому что те предприятия, которые сейчас выполняют заказы,
и госзаказы для России, они просто-напросто не смогут переориентироваться больше никуда. В России эта продукция будет уже не востребована. На другие рынки мы их, если бы могли продавать, то мы бы уже это делали. Опять же, тут проблемы, которые я выше озвучивала. Это и проблемы с логистикой, и это очень узкоспециализированное направление производства сейчас для военно-промышленного комплекса. И это, конечно, огромная проблема в том, что мы не торгуем с Западом, самым маржинальным рынком. Да, введены санкции, и мы не можем туда ничего продавать. То есть у нас только одна страна, Россия фактически, а другие рынки, все, что за Россией, Восток, Азия и так далее, это все опять же зависит от России. И, конечно, после стагнации всегда, по идее, как бы, да, когда у нас происходит стагнация, у нас вроде бы должен пойти рост. Но на сегодняшний день нет никаких предпосылок к тому, что в белорусской экономике будут происходить какие-то положительные тенденции, хотя бы там спустя 2 или 3 года. Наоборот, все идет к тому, что рано или поздно властям придется отменить государственное регулирование цен, из-за этого повысится инфляция, введены санкции на экспорт практически на весь. Мы абсолютно ограничены в рынках. То есть это сокращение экономики, это ухудшение эффективности экономики, плюс добавить временной период, потому что у нас нет доступа к технологиям, и те технологии, которые у нас есть, уже через 3 или 5 лет не позволят нам производить конкурентоспособную продукцию даже на территории России, чтобы она могла конкурировать с китайскими товарами, допустим. И, естественно, вот это старение технологий, нету доступа к инвестиционным ресурсам, дефициты кадров и так далее, это все будет приводить к ухудшению ситуации и сокращению экономики. То есть это закрытие предприятий, рост убыточных предприятий, банкротство, это увольнение людей, это проблемы в социальной сфере, потому что это будет сокращение расходов из госбюджета на социальные сферы. Ну и тут, конечно, множество сопутствующих негативных факторов, которые могут ожидать белорусскую экономику. Ну да, вось такія прогнозы, але давайте звернемся яшчэ да адной тэмы. Вы яе ўзгадалі, гэта недахоп, дакладней вакансіі не занятыя, недахоп супрацоўнікаў. Днямі я буквально наткнуўся на такую навіну про тое, што здаецца, гэта быў былы кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі, не ведаю, кім ён там зараз прызначаны, дзесьці там памочнікам, пасланнікам нейкім, але неважна, які сказаў, что давайте же, вяртайтеся, збеглые, з'ехаўшыя, вяртайтеся, вас тут сустрэнуць добра. Ну, я нават не звярну асаблівай увагі на гэтую навіну, толькі так хмыкнуў сабе, ведаем, як вы тут нас чакаеце, і праліснуў. Але апошнім часам чамусьці вось вельмі шмат навінаў звязаных з медыцынай. І вось буквально учора у адной з праграм ОНТ выступала кіраўніца кардыялогіі, вось гэта рэспубліканскага цэнтра, дзе там расказала про тое, як медыкі-то ўжо, оказывается, вяртаюцца. Таму што псіхалагічная атмасфера вельмі, разумееце, тут вот у Беларусі добрая, і яны за этой атмасферай вяртаюцца, нават нягледзячы на тое, што заробкі тут не выраслі. І у мяне ўзнікае пытанне: сапраўды так усё крытычна з кадрамі, сапраўды, і нават калі гэта крытычна, у іх сапраўды з'яўляецца разуменне, што людзей трэба вяртаць, і вяртаць не ў тым сэнсе, чтоб яны прыехалі, іх тут горда, радасна пакараць і адправіць куды-нибудь у калонію, а каб яны пайшлі і працавалі, прыносілі карысці краіне і сабе. Да, действительно, дефицит кадров на сегодняшний день является одной из ключевых и острых проблем для белорусской экономики. Даже если посмотреть на сырые цифры, да, 160 тысяч вакансий только официальных, количество занятого населения с каждым годом становится меньше. За последний год мы потеряли порядка 63 тысяч. С начала этого года уже потеря более 30 тысяч человек, занятых в экономике. И у нас тут есть множество факторов, которые действительно приводят к тому, что властям уже не остается
ничего делать, как действительно призывать к тому, чтобы люди, которые уехали из страны, возвращались и начинали работать. В промышленности у нас на сегодняшний день не хватает более 32 тысяч, это все только официальные данные, 32 тысяч работников, в сельском хозяйстве более 3 тысяч, в медицине у нас на сегодняшний день только официальных вакансий 6,5 тысяч, но при этом более 40 медицинских сотрудников работает более чем на 1,5 ставки. То есть фактически не 6,5 тысяч медиков у нас не хватает, а более 10 тысяч медиков у нас не хватает. Тем более, когда мы говорим про узкоспециализированных специалистов, да, хирургов, допустим, то тут речь идет о жизнях людей, и тут нельзя работать на 1,5 ставки, потому что это физический износ человека, который потом в последующем приводит к катастрофическим последствиям. И сейчас у нас впереди тоже и сбор урожая, трактористов не хватает. То есть они за что не берутся, они видят, что в каждой отрасли у нас жуткая нехватка людей. И несмотря на то, что они всеми силами пытаются привлечь людей и строительством жилья, и повышением зарплат, что очень сильно давит на издержки предприятия, потому что сейчас зарплата растет в 2,5 раза быстрее, чем производительность труда. То есть такое несоответствие, во-первых, оно впервые в Беларуси, и это, естественно, приводит к серьезным экономическим дисбалансам на предприятии. И это все давит на пенсионный фонд, который тоже исполняется ежегодно с дефицитом и требует государственной поддержки. И получается замкнутый круг. С одной стороны, государство повышает зарплаты, но при этом получает все равно меньше поступлений в виде налогов, в виде пенсионных отчислений. Для того, чтобы закрывать эти дыры, они выделяют субсидии из госбюджета, госбюджет дефицитный, а для того, чтобы закрывать этот дефицит, они опять повышают налоги, повышают штрафы, повышают тарифы. И население становится еще беднее. Это все опять влияет на инфляцию, на повышение инфляции. То есть какие бы меры они сейчас ни предпринимали, все выходит боком для экономики Беларуси. Плюс нужно понимать, что дефицит кадров, он сформировался не только потому, что у нас некому работать в Беларуси. Есть кому работать, просто нет угодных сотрудников. Всех поувольняли по политическим мотивам. Где-то за административку были наказаны, где-то за комментарий, где-то участвовали в митингах, где-то в профсоюзах и так далее. Всех людей квалифицированных поувольняли. А если у вас предприятие и условно там стоит какая-то автоматизированная система на производстве, и у вас нет хорошего наладчика, сколько бы вы денег не вкладывали в свое оборудование, у вас не начнет работать завод. Ничего он не будет производить, если у вас нет наладчика, который наладит эту всю систему. Поэтому кадры – это очень важный фактор для любого производства, особенно для промышленного. И, естественно, чиновники бьют тревогу, потому что без людей производить ничего невозможно. А без этого невозможно ни наращивать производство, не получать не показывать рост ВВП, и невозможно покрывать свои расходы. Мяне, канешне, вось гэтыя ўсе заклікі вяртацца здзіўляюць, таму што як можна заклікаць і хто паверыць у гэта, калі ты пачытаў вось такую навіну, ці павяртайцеся, вас тут чакаюць, вам тут нічога не пагражае, а потым ты чытаеш навіну пра тое, што прыватнік там на прыватнае прадпрыемства і дырэктар гэтага прадпрыемства дапамог свайму супрацоўніку аплаціць адміністрацыйны штраф, і прыйшлі да гэтага дырэктара і пакаралі яго са словамі: трэба за адміністрацыйны штраф яшчэ больш караць чалавека, а не дапамагаць яму. Як вот у такой сістэме верыць, што там цябе чакаюць, там цябе ты можаш вяртацца. Я не ведаю, на каго это разлічана. Добра напісала Матахары: бачыла, як шпакі вяртаюцца, а як вяртаюцца дактары, не бачыла. Гэта вы просто в РНПЦ кардыялогія не хадзілі, там вот дырэктарка кажа, што вяртаюцца, і як шпакі просто сядзяць і чакаюць, калі іх вернуць усіх назад. Але можа быць і сапраўды вырашыць гэтую сітуацыю так, як піша глядачка пад нікам Архідэя: завязуць з Расіі гастарбайтараў і дадуць ім яшчэ свае грошы на зарплату, яшчэ і прапануюць расійскія пашпарты, а хто не заменіць, не дадуць пенсіі і зарплат, як у Крыму ці Донбасе. Не ведаю, там пра пашпарты гаварыць не будзем, але гастарбайтары, наколькі гэта магчыма, калі не з Расіі, то з
того ж самого якога-нибудь Таджикистана, Пакистана? Ну, этот вариант правительство Беларуси рассматривает, причем очень серьезно. И последний визит Лукашенко в Монголию, где была подписана дорожная карта о признании образования монгольского в Беларуси, о признании водительских удостоверений на территории Беларуси. Естественно, это все ведет к тому, что, скорее всего, сейчас Монголия предложит прислать какую-нибудь толпу рабочих на какое-нибудь предприятие. Тут есть другая сторона медали, потому что на сегодняшний день дефицит кадров настолько огромный, что если мы начнем заполнять на предприятиях весь этот дефицит приезжими иммигрантами из Таджикистана, Узбекистана, Монголии, еще откуда-нибудь, то у нас может возникнуть социальная напряженность на предприятии, потому что белорусы не привыкли сосуществовать, совместно работать с людьми, которые совершенно другого менталитета, они живут по-другому, у них клановый характер жизни, и они держатся совместно, все диаспорами, они не интегрируются никогда в страны, где они находятся, и при этом они достаточно... это, возможно, очень так критично сказано, радикальных взглядов, но их религия намного более строгая и радикальная, чем привыкли к жизни белорусы, да, и к своему вероисповеданию. И это, естественно, может привести к социальной напряженности, что, скажем так, тоже будет являться страшной проблемой для правительства Беларуси. То, что возвращаться нельзя людям, это однозначно, и никто в это не верит, и у нас сюрреалистичная ситуация в экономике Беларуси, где у нас чиновники что-то пытаются сделать, но параллельно у нас существует мир правоохранительных органов, которые действуют по-своему. И им плевать совершенно на экономику. Они вообще не задумываются о том, что экономика должна развиваться. И они действуют не сообща, а наоборот. Как будто вот по двум параллельным мирам идут, одни делают свое, что абсолютно противоречит действиям других. И, к сожалению, это пока на сегодняшний день не изменится, потому что кто у нас правоохранительные органы? Их набрали огромное количество, и если они это не будут выполнять, эти задания, они просто-напросто лишатся своей работы, потому что преступность у нас не такая высокая в Беларуси, ее практически нету, кроме людей, протестующих против власти, условно, да, то есть она действительно на низком уровне. И их просто придется половину поувольнять из этих созданных комиссий по комиссиям, которые там что-то там изучают, выискивают, проверяют комментарии и так далее. И поэтому, конечно, и один, и второй вариант неподходящий. Никто не будет возвращаться. Естественно, если даже и такие случаи будут показывать по государственному телевидению, я допускаю, что могут быть 1-2 случая, которые никак не связаны с общей обстановкой положительной в Беларуси и негативной, наоборот, там в Европе, в европейских странах, возможно, которые связаны с какими-то личными, семейными обстоятельствами, касаемо этих людей, которые возвращаются, и это показывает как какой-то пример, да, по телевидению. Но в любом случае возвращаться нельзя, а иммигрантами не закроешь, потому что на сегодняшний день, если бы это было возможным, уже бы начали это делать. А те мигранты, которые приезжают, они, как правило, оказываются на границе с Польшей и Литвой, но никак не на белорусских предприятиях. Да, чамусьці не ідуць трактарыстамі ці даяркамі у саўгасы, а спрабуюць праз польскую мяжу, прычым не ў Польшу, а куды-нибудь у Германію пераскочыць. Наталья піша, вот яшчэ одна тэма вельмі такая цікавая. Наталья с одного боку піша: я в дефолт 98-го года еле сводила концы с концами, теперь еще хуже. Раньше на детей не хватало, теперь у внуков проблема. Ну, атрымліваецца, с одного боку мы говорим про тое, что заробки растуць, их на то самое заробки накачиваюць, и люди атрымліваюць больш грошей, але ўсё адно не хапае людям на пражыццё нормальное. Ну, можа, не ва ўсіх такая ситуация с одного боку, с другого боку. Вот мы з вами хотели абмеркаваць яшчэ тэму того, что будаўніцтва не паспявае за попытам. Люди, столько у людей грошей, что яны готовыя купляць кватэры
і будаўнікі просто не паспяваюць задаволіць попыт. Что адбываецца? Ну, на рынке недвижимости тоже у нас сейчас интересная ситуация в Беларуси, потому что цены и количество сделок выросло до рекордных показателей за последние 10 лет. И это все обусловлено как раз не тем, что у людей много денег, и не тем, что строительство там не успевает. Действительно, количество строительства снизилось. Если сравнивать первых 4 месяца с предыдущим годом и первыми 4 месяцами, то строительство снизилось порядка на 4%. Но основной показатель, который снижение по строительству, это снижение для нуждающихся строительства на 27%, и строительство с господдержкой сократилось более чем на 40%. И это как раз обусловлено сокращением государственного бюджета на жилищное строительство в 3 раза на этот год. А то, что касается количества сделок, у нас экономику на протяжении всего прошлого года и этого года накачивают дешевыми деньгами. Кредиты подешевели. На сегодняшний день кредит для физического лица и юридического лица приблизительно по одинаковой ставке дается, то есть там 9,5-10%. На жилье ипотека без господдержки, без всего составляет там от 10 до 14%, и это все в белорусских рублях. И, естественно, те, кто имел хоть какие-либо сбережения, принимают сейчас решение о том, чтобы вложить эти деньги в недвижимость при помощи кредита ипотечного, который в белорусских рублях можно сейчас взять очень выгодно. И как раз такой вот спрос огромный. У нас люди в 2022 году, сначала в 2020 году начали продажу квартир. Было большое предложение. Люди все выжидали. 2021 год. Предложение увеличивалось, цены снижались. Потом начался 2022 год. Люди, наоборот, перестали смотреть на покупку недвижимости как на инвестицию, потому что боялись, что война перейдет на территорию Беларуси. Да? Все-таки такие риски были. Они были более высокими, чем сейчас в тот момент. И как раз вот сейчас люди уже поняли, что, ну окей, война идет все-таки на территории Украины, ну где-то там затрагивает территорию России, но Беларусь это никак не затрагивает. При этом цены вроде бы были еще в середине прошлого года на хорошем уровне, на достаточно низком уровне, и, конечно же, это все породило, плюс дешевые кредиты, породило повышенный спрос. Когда у нас повышается спрос, естественно, и растут цены на недвижимость. И на сегодняшний день однокомнатные квартиры, если не брать в учет новостройки, то стоимость достигает $1600 за квадратный метр. Это рекордная цена, и количество сделок за апрель месяц составило 1900 сделок по Минску. Это тоже рекордное количество за все время вообще измерений, да, количества сделок по столице. Но, естественно, это все спадет на нет в тот момент, когда подорожают кредиты, что, в принципе, сейчас будет правительство это делать. Скорее всего, это будет уже там с сентября, с октября месяца, для того, чтобы тормозить инфляцию, потому что внутренний спрос, он опять же тоже порождает, оказывает проинфляционное давление. И, естественно, скажем так, ресурсы людей тоже исчерпаются. Те, кто хотели приобрести, у нас тоже важный показатель еще, что по всем областям увеличилось количество сделок, и в Витебской области количество сделок увеличилось на 70%. Витебская область самая близкая к России. То есть тут можно сделать вывод, что много россиян приезжает и скупает недвижимость в Беларуси, в том числе, в качестве инвестиций. То, что скупается недвижимость однокомнатной, двухкомнатной квартиры, которую в последующем можно там пересдавать в аренду. Да, ситуация очень интересная, но она, опять же, тоже не долгосрочная. Это все спадет на нет уже, я так предполагаю, к концу этого года. Калі все к концу этого года вот так і шмат что можа быть, ну вот такие падзеі адбыцца, то есть можно рабіць прогноз, что к концу года будзе пагаршэнне ўзроўня жыцця. Но оно в любом случае будет, да. Ухудшение условий жизни будет в любом случае, потому что к концу года у нас всегда
приходят последние данные по экспорту, да, в целом по внешней торговле. К сентябрю-октябрю становится более понятна ситуация с сельским хозяйством, а учитывая сейчас дефицит кадров, то, возможно, и урожай не удастся собрать целиком. Будет понятна ситуация с ценами там, на топливно-энергетические ресурсы. И все это приводит к концу года, как правило, к разгону инфляции, естественно, к ухудшению условий жизни людей, то есть к уменьшению реальных доходов и ухудшению условий. Спадарня Алиса, на завершэнне я хотел бы такое, может быть, палітэканамічнае, может быть, 10 пытанне задаць, но оно звязанае с палітыкай, паліталогіяй, ўсё ж такі мігранты, про якіх мы з вами узгадалі на мяжы з Польшай. Размова ідзе про тое, что вось гэты міграцыйны, чарговая хваля міграцыйнага крызісу можа прывесці до того, что сапраўды, ну вот як кажуць наши палітыкі, жалезная заслона упадзе на мяжы вот Беларусі і Евросоюза. Можа быть, нават яна закране не толькі пасажырскія, але і грузаперевозкі. І на фоне того, что, можа быть, будуць працягвацца, уводзіцца нейкія санкцыі, прычым будуць, можа быть, аднолькава ўраўнівацца санкцыі супраць России, супраць Беларусі, вось гэты санкцыйны ціск. Наколькі гэта магчыма, як гэта паўплывае, ці ўсё ж таки эканомікі як России, так і Беларусі больш-менш адаптаваліся да гэтай санкцыйнай сітуацыі рэчаіснасці і, як кажуць чыноўнікі, санкцыі настолькі ўзмацняюць? Вообще, если честно, к сожалению, это очень реалистично выглядит, да, что возможен железный занавес. И это связано с обострением военной ситуации, и, естественно, с санкциями, и связано с миграционным кризисом. Тут множество факторов, которые могут в конечном счете привести к этому. Страшно ли это для белорусской экономики? Да, страшно, потому что, как я уже сказала ранее, большая часть производства белорусских работает благодаря промежуточным товарам и ресурсам, которые закупают они на Западе, вне странах СНГ. И после этого с использованием этих промежуточных товаров они что-то производят под названием отечественного и белорусского. И продают потом это в Россию. Если закроется граница для грузоперевозок, это будет осуществлять невозможно. То есть, а если и возможно, то через какие-то третьи страны, это огромный логистический путь, да, большой круг сделать надо будет. Естественно, это увеличит стоимость, что в конечном итоге либо повлияет очень сильно проинфляционно, то есть на повышение цен, либо мы вообще лишимся той возможности, чтобы что-то продавать в Россию. И, конечно же, когда у нас экспорт на 70% зависим от России, от того, что заказывает Россия во время войны, то тут это действительно большая, страшная угроза для белорусской экономики, потому что если даже и найдут выходы, если мы предположим, что будет железный занавес, мы не сможем ничего ввозить из западных стран, и придется искать какие-то аналоги в Китае или еще где-то, то на российском рынке наши товары точно не будут востребованы, потому что они как минимум будут дороже, чем просто китайские из тех же комплектующих. И поэтому это страшная катастрофа для белорусской экономики, если это произойдет. Ну ось на такой не вельмі аптымістычнай ноце мы завершым сённяшнюю нашу сустрэчу с Алісай Рыжыченко. Дзякуй вялікі, спадарыня Аліса, прыемна заўсёды вас бачыць і слухаць ваши развагі і прагнозы. Дзякуй вялікі яшчэ раз. Слухайте, глядзіце, подписывайтеся, расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Ну і яшчэ раз паўтару тую параду, якая дала спадарыня Аліса. Праўда, на сёння іх даволі шмат дала. Ну, па-першае, не верьте чиновникам и розным так званым силовикам, калі вам будут писать и звонить, вяртаться нельга, все их абяцанки гэта ўсё падман. Ну і калі ўсё ж таки вы знаходзіцеся там, то лепш не захоўваць свае зберажэнні у беларускіх рублях. До свидания. До сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечно.